Александр Петрович. Уважаемые участники круглого стола, мы рады вас приветствовать на нашем онлайн-круглом столе, посвященном обсуждению вопросов и проблем подготовки обучающихся к военной службе. Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является повышение престижа военной службы. Нормативно-правовыми документами Российской Федерации определены задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки к военной службе в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования. В ходе обсуждения вопросов, связанных с военной подготовкой, мы хотим обратить ваше внимание на то, что при решении различных проблем и вопросов очень важна консолидация усилий как органов военных служб, так и органов образования. И, естественно, решая задачи, связанные с качественной подготовкой и обучающихся к военной службе, мы тем самым обеспечиваем у обучающихся развитие и формирование таких важных качеств, как патриотизм, гражданский и воинский долг, стремление более глубоко изучать историю Отечества, традиции вооруженных сил и готовить себя к защите своей Родины. Но разрешите мне представить участников круглого стола. Это Соловьев Денис Владимирович, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Коми. Сушков Антон Александрович, помощник начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Коми. Лебедев Лев Николаевич, главный специалист регионального отделения ДСААФ Республики Коми. Зеленкин Николай Павлович, старший преподаватель кафедры безопасности, жизнедеятельности и физической культуры Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Исаева Елена Александровна, ведущий специалист-эксперт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И модератор нашего круглого стола Новикова Ирина Дмитриевна, методист Центра специального инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования. Я передаю слово Исаевой Елене Александровне, ведущему специалисту-эксперту Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми для приветствия участников нашего круглого стола. Пожалуйста, Елена Александровна. Спасибо, Светлана Николаевна. Приветствую всех участников круглого стола и продолжу Светлану Николаевну. Хочу сказать прежде всего о том, что действительно подготовка к военной службе в современных условиях Российской Федерации является приоритетным направлением государственной политики. И в настоящее время создана многоуровневая система реализации этой политики, а именно на федеральных, на муниципальном, на региональном уровнях мы с вами готовим молодежь к военной службе. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, который предусматривает получение начальных знаний в области обороны, подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях. И кроме того, в обязательную подготовку граждан входит у нас и военно-патриотическое воспитание. Мы все с вами знаем, получение обучающимися начальных знаний в области обороны регламентировано у нас федеральными государственными образовательными стандартами. И личностные результаты освоения основной образовательной программы предусматривает прежде всего развитие у обучающихся патриотизма, чувство ответственности, долга перед Родиной, перед российским обществом, а также воспитание гуманистических, демократических и традиционных ценностей. На региональном уровне утвержден план мероприятий по реализации концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях на период с 2020 по 2024 годы, в рамках которого мы здесь с вами и собрались. Уверена, что формат работы круглого стола позволит не только обсудить вопросы, проблемные вопросы в подготовке обучающихся молодежи, но также найти пути их решения. Поэтому желаю участникам круглого стола всем задавать вопросы, быть активными, плодотворной работы и эффективных результатов. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна.
И я передаю слово Ирине Дмитриевне Новиковой, модератору нашего круглого стола. И для того, чтобы Ирина Дмитриевна более, наверное, конкретно и подробно провела наш круглый стол, предоставляю ей слово. И, наверное, немножко нужно сказать о нашей программе, о тех темах, о проблематике, которую сегодня мы будем с вами обсуждать. Так. Добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели и в том числе сотрудники военных комиссариатов. Сегодня мы с вами рассмотрим ряд вопросов, решение которых должно быть направлено на повышение эффективности подготовки обучающихся образовательных организаций к военной службе. Поэтому первым вопросом будет характеристика уровня подготовки обучающихся образовательных организаций. Затем мы рассмотрим направление взаимодействия военного комиссариата Республики Коми с образовательными организациями. Представитель ДСААФ Лев Николаевич расскажет о роли республиканского отделения ДСААФ в подготовке обучающихся к воинским учетным специальностям, и Зеленкин Николай Павлович, преподаватель СГУ, а также и преподаватель учреждений дополнительного образования, расскажет о работе с обучающимися во внеурочное время. Вот такой вот круг вопросов. В чате вы можете задавать вопросы для любого участника круглого стола, и мы постараемся на них ответить. Если что-то останется, может быть, за кадром, то тогда ответ вам на вопрос будет дан позже. Цель нашей сегодняшней встречи – плодотворно поработать, и планируется затем уже где-то в сентябре, в октябре месяце второй этап проведения круглого стола, когда уже, может быть, карантинные мероприятия строгие будут отменены, и мы встретимся уже непосредственно с учителями, которые реализуют подготовку детей к военной службе. Вот такой вот формат нашей работы, такие вопросы. И приступим к первому вопросу. Это характеристика уровня подготовки обучающихся образовательных организаций. Может быть, первая часть моего выступления, она будет, скорее всего, обращена именно к сотрудникам военного комиссариата и к сотрудникам ДСААФ, специалистам ДСААФ, для того, чтобы все-таки дать характеристику образовательной программы по ОБЖ. Нужно сказать, что во все времена содержание образования всегда отражало политику государства. И вот проблемы подготовки к военной службе начались с 1991 года, когда был отменен в школах предмет «Начальная военная подготовка», и в том же 1991 году оперативными темпами была уже разработана программа нового совершенно учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». И здесь нужно отметить, что это очень особый предмет и по своему содержанию, и потому, что в разработке его принимали участие не только Министерство образования, но в том числе и Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций. Таким образом, проблема подготовки призывников, она осталась актуальной, и средствами содержания предмета и методики его преподавания сохранена вот эта вот актуальность подготовки будущих защитников Родины. Проблема стала более такой еще острой в 2008 году, когда срок службы сократился до 1 года. И, конечно же, это стало причиной того, что на всех уровнях, в самых разных министерствах начался поиск путей, через которые можно было бы повысить качество подготовки обучающихся. И в настоящее время вот я буду говорить сейчас о том, что делается в системе образования для того, чтобы этот вопрос реализовывался и решался достаточно эффективно. Во-первых, нужно сказать, что в новом федеральном государственном образовательном стандарте у нас определены две формы обучения. Это урочная деятельность и внеурочная деятельность. И вот как раз внеурочная деятельность, она должна дополнять урочную через систему военно-патриотических клубов, через систему кружков, различных секций.
Это первое. А во-вторых, на уровне среднего общего образования обучающимся предлагается очень интересная форма реализации своих познавательных интересов и профессиональных наклонностей. Это обучение в каком-либо профиле. И как раз вот есть возможность реализовывать на этапе уже полного среднего образования такие профили, как оборонно-спортивный и оборонно-технический. У нас в Республике Коми наиболее развита система кадетского образования. Следующий этап – это разработка и утверждение концепции. Разработка и утверждение концепции развития предмета по ОБЖ. Нужно сказать, что в разработке содержания концепции принимали участие как Министерство чрезвычайных ситуаций, так и Министерство образования. И вот в декабре 2018 года данная концепция была утверждена, и сейчас уже образовательные организации Республики Коми приступили к реализации плана этой концепции. И вот как раз уже в рамках этого плана мы с вами проводим наш первый круглый стол. Конечно же, очень важным элементом в реализации концепции является, как правильно сказала Светлана Николаевна, наша консолидация, наши совместные действия, потому что, да, содержание образования – это одно, и какие условия нужно создать для того, чтобы вот за короткий промежуток времени подготовить школьников, обучающихся такому вот сложному, мужественному делу, как защита нашей Родины. Можно сказать, что вот как раз вот очень актуально стало то, что президент внес дополнение в закон об образовании и уточняет формулировку, что такое воспитание, на что оно должно быть направлено. Воспитание должно быть направлено на формирование у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, что очень важно и актуально. И вот буквально недавно в одной из общественных передач уже начались дискуссии на тему, что, мол, опять Российская Федерация милитаризирует свое образование, хотя мы с вами понимаем, что цель здесь совершенно другая. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что это дополнение к закону об образовании будет принято, и таким образом еще будет один из документов, который будет регламентировать весь ход нашего образования. Не случайно изучение раздела «Основы военной службы» начинает изучаться в 10-11 классах. Здесь нужно сказать, что наша программа учебная по ОБЖ, она построена по концентрическому типу, и каждая линия образовательная, она является завершенной линией и является основой для перехода на следующий образовательный уровень. И вот поэтому модуль «Основы военной службы», так, он как раз является завершающим. Поэтому нам нужно понимать, что программа является дидактической системой, в которой каждое понятие, каждая дидактическая единица взаимосвязаны и образуют целостную систему. И ведущая эта цель предмета ОБЖ заключается в формировании у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, личности безопасного типа поведения. Ну и, конечно же, это формирование психической готовности и умений защищать свою Родину. Нужно сказать, что вот первые блоки – это опасные ситуации природного характера, техногенного характера, социального характера, здоровый образ жизни. Вот эти блоки изучаются и в младших классах. А вот в 10 классе изучаются совершенно специфические уже модули, так. Это модуль «Основы безопасности личности, общества и государства». И вот в этом модуле отводится небольшой объем времени для изучения современного комплекса проблем военного характера. Ну вот раскладка часов представлена, что в 10 классе
на изучение модуля обеспечения военной безопасности отводится 20 часов, да, и затем в 10 классе 35 часов отводится на изучение, на учебные сборы, где и происходит отработка практических навыков. И завершается изучение уже проблем, посвященных военной службе, в 11 классе модулем обеспечения безопасности государства в расчете где-то примерно 20 часов. Но это примерный расчет часов. Каждая образовательная организация, исходя из своих каких-то региональных особенностей, она моделирует так или иначе рабочую программу, но учебные сборы неприкосновенны 35 часов. Вообще нужно отметить, что программа носит практикоориентированный характер. Так? И вот обратите, пожалуйста, внимание, что в соответствии с новой концепцией необходимо нам принципиально новое материально-техническое оснащение. Это необходимое оборудование для проведения практических работ, проектной деятельности, дополненной реальности, тренажерных систем, систем для создания виртуальных каких-то моделей. Так? Ну, конечно, мы будем надеяться на то, что вот это вот новое оборудование поступит в школу, а может быть даже и вы, уважаемые представители военного комиссариата и ДСАФ, поможете или в приобретении, или поможете в проведении практических работ именно на ваших богатых базах. И посмотрите, вот фундаментом я так вот выделила, что очень важна организация взаимодействия с региональными или муниципальными подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций, МФД и Министерства обороны. Елена Александровна уже обратила наше внимание на какие федеральные документы мы с вами опираемся. Так, и таким главным самым документом при организации учебных сборов это является инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. Вот именно базируясь на эту инструкцию и разрабатываются планы проведения учебных сборов. Так, ну и вот сейчас, значит, мы также рассматриваем как один из базовых документов, это приказ нашего министерства об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития предмета по ОБЖ. На сайте министерства этот план размещен, и можно будет его найти и тщательно изучить, и принять участие в его реализации. Так, базовый документ мы уже пропустим. Так, и еще раз посмотрим вот на эту раскладку часов, которые отводятся на изучение основ военной службы. Если мы суммируем все эти часы, то получается 75 часов примерно. Много это или мало? 75 часов. Да, они разорваны во времени, 10 класс, 11 класс, но 75 часов – это нагрузка предмета по ОБЖ за учебный год. Да? Год, годовая продолжительность изучения предмета. Учебные сборы 35 часов. Что это значит? Это значит примерно полугодовая нагрузка предмета в одной параллели. То есть, если так вот поразмыслить, то 75 часов это достаточный объем времени для того, чтобы сформировать какие-либо те понятия, те предметные умения и личностные качества, которые запланированы программой. И вот сейчас мы переходим с вами к вопросу, который вызывает ряд, встречных вопросов у учителей. Это результаты анкетирования, которые были проведены военным комиссариатом в декабре 2019 года. Было анкетирование, прошли около 500 обучающихся, выпускников средних общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования. Вопросов было не очень много, всего 7 вопросов. Так, и первые 5 вопросов: проходили ли вы учебные сборы,
изучали ли обязанности граждан по воинскому учету, изучали ли историю создания российской армии, изучали порядок проведения призыва на военную службу, изучали виды и рода войск. То есть вот такие вот вопросы были предложены учащимся. Нужно сказать, что вот эти вопросы, они конкретно так или иначе заложены в программе. Но и когда мы ведем речь об истории вооруженных сил, то здесь, конечно, подключаются еще знания по истории России, где изучаются славные победы русского оружия. Так, а вот далее вопросы. Изучали порядок и условия приема граждан в высшие образовательные учреждения Министерства обороны. Так, вот этот вопрос уже относится к разряду внеурочной деятельности. И, конечно же, не все учащиеся, наверное, обратили на него внимание. Хотя нужно сказать, что этот вот показатель, этому показателю, вот шестой вопрос, который, да, ему придается очень большое значение, потому что учителя ОБЖ при аттестации на квалификационную категорию, они в качестве бонусного балла, для получения бонусного балла как раз вот указывают, сколько учащихся и в какие учреждения Министерства обороны или других силовых структур поступили. Поэтому так вот, наверное, все-таки речь идет о тех учениках, которые как-то изначально нацелены на получение высшего образования. Ну вот я, например, посмотрела вот такой вот список, который у нас есть. Вот, например, учатся в военно-морской академии города Калининграда, Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказания, Пензенское высшее артиллерийское инженерное военное училище. То есть, может быть, здесь даже есть смысл задать, если в дальнейшем понадобится такая потребность, я просто советую, может быть, обратиться тогда непосредственно в управление образованием, в школы, чтобы предоставили вот список, конкретный уже тогда список выпускников, которые обучаются в этих вузах. Потому что, согласитесь, все-таки эта информация, она носит такой вот уже частный характер, и для всех учеников она как-то, может быть, и неинтересна. Так, следующий вопрос. Вот организация отбора граждан для обучения по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДСААФ. Вот для меня этот вопрос пока очень такой темный, и, наверное, расскажете вы. Так, простите, Лев Николаевич расскажет об этом? Ну да, конечно. Да. Ну, нужно сказать, что более тщательный, значит, военный комиссариат предоставил общую картину полученных ответов. Так? Но затем я еще проанализировала результаты анкетирования по комиссариатам, и у нас получаются, вот давайте рассмотрим, какие варианты. Хотя учителя тоже получили данные анкетирования, и у них возникают вопросы, они мне задавали эти вопросы по телефону, но, может быть, в чате у нас они прозвучат, и мы тогда уже ответим на них вот так вот достаточно широко. Итак, первый вопрос, самый такой важный. Проходили ли вы учебные сборы? И вот здесь вот все удивляются и разводят руками. Да как это так, что получается, что примерно половина обучающихся не принимала участие в учебных военных сборах? Да как такое возможно? Если мы посмотрим на... Это общая региональная картинка. Если мы посмотрим по военным комиссариатам, у вас как раз раздатка такая есть в форме таблицы, по военным комиссариатам, то здесь мы видим более такие вот уже конкретные картины. Так. И получается, что высокий уровень, то есть... На высоком уровне ответили обучающиеся Ижемского района, обучающиеся средних школ Ижемского района. Здесь их 75% опрошенных ответили, что проходили учебные сборы. 75%. Хотя 25% сказали, что они не проходили учебные сборы.
Среди СПО это Усть-Цилимский и Усть-Куломский районы. Но здесь нужно покривить, так вот сказать честно, что отвечал один человек из этих районов, и этот человек принимал участие в сборах. Наибольший процент – это обучающиеся средних школ, выше среднего процент, здесь от 50 до 74%. Средний уровень, он рассчитывался от 25 до 49%, и уровень ниже среднего, здесь отмечены такие районы, как Усть-Цилимский среди обучающихся средних школ, то есть там... Среднего профессионального. Да, нет, здесь среднего профессионального там 100%, да, то есть там высокий уровень. А вот если среди школьников, то Усть-Цилимский район дает 0, то есть там... Сейчас я не помню, сколько было детей опрошено, но они ответили отрицательно, что не принимали участие в учебных сборах. Демонстрирует нам диаграмма, как бы, да, понятно, что тут идет. Ну вот вроде бы такой вот простой вопрос. Ну, учебные сборы – это совершенно иная учебная ситуация. Ведь учебные сборы – это тот же учебный процесс. Так, кстати, написано вот в инструкции нами любимой. Это тот же учебный процесс. Как не заметить этот учебный процесс? Ну, я рассуждаю так, что, возможно, основная причина заключается в том, что для того, чтобы подросток запомнил вот этот вот сам факт участия в учебных сборах, он должен попасть в социальную, вообще диаметрально противоположную какую-то среду. А если ученик, вот он, как он был в школе за партой, да, у него не было даже и книжки или одна какая-то книжка, и вот эти вот 5 дней он также проводит в этих же стенах, в этих же условиях, с этим же педагогом, так, и он не понимает разницы, что же такое происходит. Мне на глаза при подготовке к этому круглому столу на глаза попался документ. Это республиканская целевая программа допризывной подготовки обучающихся, которая реализовывалась в 11-13 годах, еще при Гайзере. Так. И вот что меня тут заинтересовало, что значит, в 2006 году оснащенность кабинетов ОБЖ составила 86,9%, да? А в 2009 году уже 70,7%. То есть это официальный документ, который подписан был главой республики в то время. И далее, вот в 2010 году, только вот задумаемся, полный комплекс учебно-материальной базы по курсу ОБЖ имели меньше 19% образовательных учреждений. То есть будем говорить о том, что нищенская материально-техническая база, как она пополнилась, вот, может быть, здесь что-нибудь вы дополните потом по этому вопросу. То есть за 10 лет что-то изменилось, в каком направлении? Или вот другая колоночка, да? Одним из очень важных, эпизодов в учебных сборах является проведение учебных стрельб. Если в 2006 году таких кабинетов, таких условий было создано в 61% случаев, то в 2010 году количество тиров и мест, предназначенных для учебных стрельб, сократилось почти что в 2 раза. Вот такая вот неутешительная ситуация. И, конечно же, ученики вынуждены говорить о том, что да, какие тут сборы. Вот как сидел я за партой, так и продолжаю сидеть, ничего не делаю. Здесь вот, может быть, забегая вперед, но скажу, что поскольку у нас не хватает вот таких вот мест для проведения учебных стрельб, то, может быть, учебные стрельбы в муниципальных образованиях организовать по какому-либо скользящему графику. То есть если вот где-то есть учебный пункт, да, или там есть школа с хорошо оборудованным тиром, может быть, как-то в течение года учебного выделять вот это вот учебное время или послеучебное время для того, чтобы дети все-таки научились обращаться с оружием, хотя бы как-то поучились стрелять,
Но зато тогда не 5 дней будет, а 4 дня будут учебные сборы. Но как-то нужно выходить из этого положения, потому что, учителя практики рассказывают, что вот там одна мелкокалиберная винтовка, простите, может быть, я неправильно назову, так, и вот ждем целый день, пока до какого-то ученика дойдет очередь. Конечно же, время теряется впустую, и дети ничем не заняты. Вот это вот такой вот очень важный вопрос. Далее, в той же инструкции написано о том, что должны быть оборудованы площадки с полосой препятствий. Так? И на каждого обучающегося должны быть экземпляры устава и закона о военной службе. На каждого обучающегося. К сожалению, этого нет. Хотя бы нужно заказать, провести мониторинг, выяснить, сколько обучающихся юношей у нас в образовательных организациях, и хотя бы на какой-то черно-белой, серой бумаге, или, не знаю, может быть, хорошие экземпляры, но распечатать эти тексты, чтобы юноша этот сидел и изучал эти важные документы. То есть вот для того, чтобы старший подросток запомнил, что он действительно принимает участие в военных сборах, конечно же, нужно совершенствовать материально-техническую базу. Сколько у нас учебных центров, где эти учебные центры, это тоже нам все нужно как-то систематизировать, выяснить. Следующий вопрос, на который отвечали обучающиеся, нужно говорить призывники. Призывники изучали ли обязанности граждан по воинскому учету? Здесь картина более такая, несколько получше, все-таки большая часть изучала обязанности граждан по воинскому учету. А почему некоторые считают так, что они не изучали? Да просто потому, что, наверное, учитель что-либо проговаривал, а какие-то дети услышали, какие не услышали. Для того, чтобы ребенок понял это, ему нужно обязательно самому найти, прочитать. То есть элементарная вот такая вот методика. Так, и далее. Так, если мы возьмем по этому второму вопросу, то здесь нужно отметить, что результат достаточно, оптимальный, потому что ниже среднего уровня здесь данных нет. В основном это высокий уровень предоставлен и уровень выше среднего. Так. Имеете ли вы представление об условиях приема военно-образовательной организации Министерства образования? Так. Изучают. Представление предлагается, представление такое вот формируется, и я скажу, что все-таки очень большое количество детей, они интересуются этими военными специальностями, с интересом очень так смотрят, уважительно смотрят на тех курсантов, которые одеты в красивую форму, маршируют, так даже на юноармейцев, и то я сама смотрю, думаю, как здорово такая у них форма. Но сами вы знаете, что условия для поступления, зачисления очень серьезные, и нужно начинать подготовку как можно раньше. Наверное, здесь большего успеха будут иметь кадетские классы, которые работают по самым разным направлениям. Так. Доведение информации. Так, это у меня какой вопрос? Еще третий, да? Так, третий, да? Так, эти по воинским учетным специальностям. Читала информацию. Здесь как раз имеются, мы переходим на уровень ниже среднего. Например, в школах Ударского комиссариата, так, там дети не знают, что это такое. В учреждение среднего профессионального образования в Интинском комиссариате западают данные об этом. Но нужно сказать, что если раньше ДОСААФ
вовлекала организация в самые различные кружки. Вот посмотришь старые плакаты, так, здесь тебе и моделирование, и судостроение, самолетостроение, радисты, так, радиолюбители, ну и так дальше, то сейчас вот в основном все это коммерческие мероприятия по подготовке водителей, да, по подготовке водителя. Вот очень надеюсь, что тут нам расскажут о том, как же идет работа со школьниками по подготовке их по военным учетным специальностям. Так, значит, здесь четвертый вопрос. Хорошо. Так. Изучали ли историю создания российской армии? Так, ниже среднего здесь никого нет. Нету комиссариатов. В основном это высокий уровень идет и выше среднего. Средний уровень показывают военный комиссариат Воркута и Ударский по СПО, по данным СПО. Так. Ну, вопросы здесь как были предложены военным комиссариатом, так они у меня в такой последовательности идут. Изучали ли порядок проведения призыва граждан на военную службу? Здесь в основном демонстрируется уровень высокий и выше среднего. Средний уровень демонстрирует комиссариат Воркуты. И последний вопрос. Изучали ли виды и рода войск в Российской Федерации? Значит, здесь вариантов все-таки больше, выше среднего, но вот высокий уровень представляют Уссцильма, Ударский, Усть-Куломский, Ижемский, Интинский комиссариаты. Но все равно вот до 100% не дотягиваем никак. И если я завершаю наш обзор, так, и если мы будем рассматривать уровни эффективности подготовки по основам военной службы в школах, которые приписаны к военным комиссариатам Республики Коми. Итак, вот здесь теперь четко видно, что это у нас пока лидирует Ижемский район. Средний уровень демонстрирует Ударский, Сысольский, Картиросский, нужно говорить комиссариаты, так, потому что вот комиссариаты, они объединяют, в некоторых случаях объединяют несколько муниципальных образований. И уровень выше среднего демонстрирует сразу 10 военных комиссариатов. Так, по СПО, что мы можем сказать об уровне подготовки, по уровню эффективности изучения основ военной службы в учреждениях СПО. Так, здесь, как мы видим, появляется у нас один уровень, это уровень ниже среднего в Интинском комиссариате. И высокий уровень демонстрирует только два военных комиссариата, которые курируют учреждения среднего профессионального образования. И таким образом, обобщая, мы можем сказать, что стабильно уровень выше среднего демонстрируют комиссариаты Сыктывкара, Сыктывдинского и Картиросский, так, Ухта, Уктыл, Сосногорск с прилегающими территориями и комиссариат города Печора. А в других комиссариатах нету такой вот определенной стабильности, и если в учреждениях общего образования, например, данные высокие, то в учреждениях, которые демонстрируют призывники СПО, там данные могут быть несколько ниже. Вот такие вот результаты. И, соответственно, я уже озвучила некоторые проблемы, которые у нас возникли. И сейчас вот приглашаю для обсуждения направлений, способов, средств представителей наших силовых структур. Да? И, пожалуйста, предоставляется слово Соловьеву Денису Владимировичу, начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу. Пожалуйста, Денис Владимирович. Добрый день участникам круглого стола.
Спасибо, что анализ, который мы провели на сборном пункте в период призыва граждан на военную службу, не остался без внимания. Спасибо Светлане Николаевне, Ирине Дмитриевне за то, что полностью все рассказали, можно так сказать, потому что я готовился тоже анализ немножко раскрыть, но в принципе уже сейчас раскрыли. Значит, данная работа у нас была проведена впервые в прошлом году, в период призыва. Для чего это? Для того, чтобы объединить наши с вами усилия, чтобы эта работа улучшилась, чтобы она была лучше, чтобы наши ребята, наши призывники, будущие защитники Отечества, они знали тот минимум базовый, который им должны мы преподавать со школы, ну так можно сказать, из садика, с детства прививать. Поэтому мы и решили пойти немножко другим путем. То есть мы и так все взаимодействуем со школами, с высшими учебными заведениями, со средними, но хотели просто посмотреть, то есть это не какой-то там упрек в сторону кого-то, еще что-то, то есть мы хотели посмотреть, какие есть на сегодняшний день проблемы существуют, для того, чтобы их решить. Было у нас проанкетировано не 100% граждан, которые убыли в войска, я имею в виду, это граждане, которые убыли в войска, то есть это не те, которые подлежали призыву, их вызывали военные комиссариаты, но они по каким-либо причинам, кто получил отсрочки, кто был освобожден от призыва, мы их не анкетировали. То есть конкретно анкетировали те, которые у нас убыли в вооруженные силы Российской Федерации. Таких у нас было, мы проанкетировали 984 человека. Это больше, я вам так скажу, больше половины с тех граждан, которые убыли у нас в войска. Анкетирование было сугубо анонимное, то есть никаких там фамилий, имен, отчеств никто не указывал. Единственное, мы просили район. Для того, чтобы, чтобы нам хотя бы ситуацию смотреть по районам. Просили ребят, чтобы они как можно честно отвечали на вопросы, не так, что просто можно один там просто ответил, другой прочитал все, ответил как положено. Ну, понятно, какие-то погрешности есть в тех вопросах, в тех ответах, которые ребята нам указывали, но в принципе картина, когда мы делали анализ по анкетированию, у нас, кстати, каждый может, и преподаватель УБЖ, любой может посмотреть у нас эти результаты анкетирования, они у нас сохранились, и будут, наверное, сохранены лет 5. То есть это не последний раз мы проводим, мы сейчас будем проводить каждый год для того, чтобы смотреть тенденцию, как она улучшилась, ухудшилась, где какие проблемы, в каких образовательных организациях. Значит, нами что было предпринято, после проведения данного анализа? Значит, мы разработали методические рекомендации, довели их до военных комиссариатов с целью проведения ежегодных учебно-методических сборов с руководителями, педагогическими работниками образовательных учреждений. Мы полностью все там прописали, весь механизм для военных комиссариатов. Как, что должны поступать, с кем согласовываться, план проведения, для того, чтобы довести ту информацию, те изменения, которые происходят у нас и в вооруженных силах, в принципе, и в стране, чтобы преподаватели ОБЖ эти изменения могли довести до ребят. Соответственно, данные рекомендации, они были доведены до военных комиссариатов. Военные комиссариаты, в свою очередь, сейчас прорабатывают вопрос. Все мы знаем, сейчас пандемия идет, пока сложно с этим. То есть мы планировали эти сборы, что здесь в Сыктывкаре, что везде провести в мае месяце. То есть в преддверии подготовки планов учебных, чтобы сразу посмотреть, где-то скорректировать кого-то, потому что мы все знаем, что преподаватели ОБЖ, то есть меняются. Все равно нужно обучение какое-то проходить, где его брать, то есть есть сложности определенные. Вот, как только, я думаю, вопрос с пандемией у нас немножко улучшится ситуация, я думаю, что мы возобновим это все. Сейчас летний период, я думаю, что будет проблематично опять все в связи с ситуацией провести эти сборы. Но чтобы все знали, эти указания были доведены до военных комиссаров, все прекрасно все знают. Поэтому
есть такая просьба в плане взаимодействия. Если у кого-то какие-то существуют проблемы с военными комиссариатами, еще что-то, можете напрямую, любой преподаватель ОБЖ может напрямую со мной связаться. Все вопросы, которые возникают, может решить буквально одним звонком. То есть тут у нас выходы на и военкоматы есть, и на, как говорится, на местные органы исполнительной власти. То есть мы сейчас, наверное, попозже, да, как-то, может, телефоном или как, чтобы обменяться. Вот. Те учебные планы, мы в том году еще просмотрели учебные планы по ОБЖ. Мы знаем, что есть раздел «Основы военной службы», все уже рассказали по расчасовке. Что вызвало как бы у нас в военном комиссариате Республики Коми, вызвало некие какие-то сомнения, потому что, вот, допустим, мы увидели там темы, такие, которые не входили, они в принципе не входят в раздел «Основы военной службы». Там, допустим, тема была «Скорая помощь». Что это такое? При чем здесь «Основы военной службы» и «Скорая помощь»? Я имею в виду вот в таком ракурсе. Тоже была там тема одна, да, Антон Александрович, как называлась? Там что-то то ли... Закон о полиции. Закон о полиции. Тоже немножко не туда. У нас и так, мы почему подняли эту тему? И так очень мало часов, как Ирина Дмитриевна она сказала. То есть, очень мало часов, за это время нужно дать все. То есть, согласно приказа Минобразования от 1999 года, он еще у нас не утратил силу, номер 56 об утверждении обязательного минимума содержания среднего полного общего образования. Там есть обязательный минимум содержания раздела ОВС. То есть, в принципе, за такое маленькое время, там 75 часов получается у нас, дать вот это все минимум, конечно, это очень сложно, я имею в виду качественно дать, чтобы ребята сидели и все это знали. Но определенные темы, которые необходимо знать, это именно обязательная подготовка граждан к военной службе. Что она подразумевает? Есть федеральный закон о воинской обязанности, в котором и прописано, что подготовка граждан по ВУЗ является обязательной. Не все граждане об этом знают. Мы также проводим анкетирование, когда передаем курсантов, ребят, которые будут подлежать призыву в ДОСААФ, мы тоже передаем, некоторых спрашиваем, знали ли вы там, вам преподавали, 30% говорят, что мы как бы до этого не знали, нам позвонили с военного комиссариата, предложили, и мы от военного комиссариата узнали. Хотя, в принципе, в 10 классе данную тему можно было более подробно довести. Я думаю, Лев Николаевич тоже скажет, поможет в брошюрках, там еще с чем-то, то есть с каким-то материалом. В принципе, весь материал, он, я думаю, преподаватели ОБЖ есть, потому что общаются с военными комиссариатами городов, районов. Вот, поэтому я думаю, что основная цель такая, найти проблемы, и данные проблемы, постараться, может быть не сегодня даже, да, со временем, данные проблемы постараться решить, чтобы ребята, те, которые обучаются в 10-х, в 11 классах, у нас уже на выпуске, они хотя бы немножко знали. Не все пойдут в армию из этой категории сразу. Кто-то там может за 5 лет уже и забудет, что ему преподавали. Но цель одна – это подготовка граждан к защите Отечества путем прохождения обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе, а также прохождение военной службы по призыву либо по контракту, потому что у нас после высших образовательных учреждений многие ребята устраиваются потом на военную службу по контракту. В принципе, готов ответить на все вопросы. Телефончик, я говорю, я свой оставлю для всех вопросов. То есть пусть никто не стесняется, преподаватели ОБЖ звонят, если какие-то всякие проблемы бывают на местах. Поэтому мы совместно должны это все решать. Все, спасибо. А вот как раз, Денис Владимирович, вот вы говорите о том, что в программе, на ваш взгляд, да, есть какие-то сведения, данные, понятия, которые вот совершенно не относятся к данной теме. Но опять же нужно сказать, что эта программа утверждена, так? Министерством обороны, Министерством образования в 2010 году вашим.
Вот что касается 5-дневных сборов. Нет, я про сборы не говорю. Вообще по учебному содержанию. Раз 30-часовая программа. Нет, я про 35 часов не говорил, там она утверждена, там вопросов нет, там проводится все. Просто вот, допустим, я говорю, мы видели те темы, которые, они, не знаю, не относятся, на наш взгляд, они не относятся к основам военной службы. Если бы там было у нас 140 часов, 250 часов, тут вопросов нет. Но Закон о полиции. Да, когда там остается, то есть если мы 20 часов там и 35 сборы, то есть, Да, хотя это примерная программа, но и учителя составляют рабочую программу. Да, насколько мы вправе убрать этот закон о полиции? А меня интересует такой вопрос. В программу учебных сборов входят вопросы по физической культуре по ГТО. А на мой взгляд, эти часы, они совершенно лишние. Ведь дети сдают нормы ГТО. Да. И эти бы 7 часов, 7 или 5 часов на это отводится. Их бы как раз и перевести на военное дело, я бы так сказала. Возможно такой вариант? Почему нет? С нашей стороны кто препятствует? Я так понимаю, что все равно примерную программу на 2 года делает преподаватель ОБЖ. Но я сейчас говорю про программу учебных сборов. Про сборы. Про сборы. Там есть 5 или 7 часов по физической культуре. По программе учебных сборов, так как она уже все заложено, утверждена, мне кажется. Тоже нельзя. Да, нельзя. Хорошо, спасибо. А эти рекомендации, которые вы разработали, они направлены в военные комиссии? Они направлены, да. А будут ли эти рекомендации полезны для учителей ОБЖ, которые ведут учебные сборы? Конечно. Во-первых, разрабатывается программа, согласовывается. Мы там расписали весь алгоритм. То есть военные комиссары городов, районов, они согласуют с управлениями образования, с отделами образования, когда сборы проводить, сколько часов, утверждают план сборов. На этих сборах ведь важно то, чтобы научить преподавателей ОБЖ именно тем вопросам, которые они преподают, то есть подсказать. Может, кто-то, изменилось федеральный закон о воинской обязанности меняется чуть ли не каждый месяц, какие-то статьи. Не каждый следит за ними, особенно в районах. И новые преподаватели. Да, и новые преподаватели, мы знаем, что меняются, у нас все в жизни меняется, преподаватели меняются. Тут то же самое доводить по военным институтам, почему бы и нет. То есть перечень военных институтов тоже меняется. Не каждому преподавателю есть время отслеживать это все. Поэтому задача и стоит перед военными комиссарами – это разъяснить те вопросы, какие есть у преподавателей ОБЖ. То есть подсказать им. То есть основная цель такая, то есть это помощь оказать образовательным учреждениям. Спасибо, Денис Владимирович. Так, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте еще раз, участники учебных сборов. Спасибо большое за приглашение. Со своей стороны хочу начать с того, что у нас в Республике Коми работают 3 образовательных организации ДЮСАФ России, которые непосредственно занимаются подготовкой специалистов для вооруженных сил. Значит, это в городе Инта, в городе Ухта и в городе Сыктывкар. Значит, традиционно мы готовим специалистов для вооруженных сил по военно-учетным специальностям узкой направленности. Это водители транспортных средств. И с 2016 года мы начали подготовку специалистов для войск связи. Значит, в соответствии с тем, что мы в 2016 году перешли на комплектование Северного флота, значит, данная организация прибывают, специалисты, которые принимают военные экзамены. Хочу немножко отойти от этой темы и обратиться к тому, что сказал Денис Владимирович по поводу изначально того, что насколько освещены граждане, которые в последующем будут поступать или хотели поступить, допустим, для обучения в образовательную организацию ДЮСАФ России. На самом деле имеет место очень серьезный вопрос и пробел в этом направлении. Как показывает практика, в данном случае приведу живой пример. В этом году начальник Интинской автомобильной школы самостоятельно выезжала в город Воркута, в город Печора, где среди учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, школ проводила, соответственно, беседы на эту тему. То есть рассказывали, чем занимаются, какие перспективы, что в дальнейшем
ждет тех, кто проходит обучение по военно-учетной специальности. Потому что в законе воинской обязанности там есть ряд как бы льгот, скажем так, которые предусмотрены вот этим законодательством для тех, кто прошел эту подготовку. Да, имеет место, конечно же, очень большой пробел в плане информации о том, что граждане, учащиеся в данном случае, они не осведомлены о том, что у нас в республике проводится вот это вот обучение. Причем обучение проводится бесплатно за счет федерального бюджета, который субсидируется государством. Значит, единственные затраты это, значит, ученики несут, ну это, как правило, их родители несут на то, чтобы получить медицинскую справку, получить уже по итогам обучения, соответственно, водительское удостоверение, госпошлины и так далее. Там минимальные затраты. Тем не менее, соответственно, они получают уже военно-учетную специальность, которая будет в перспективе им необходимо уже поможет в дальнейшей жизни и все прочее. К сожалению, такой пробел имеет место. Вот правильно Денис Владимирович как бы озвучил о том, что в рамках ОБЖ хотя бы ряд какого-то времени обозначить вот как раз вот этой тематики. Готов даже вот непосредственно сам разработать какую-то методичку определенную, чтобы довести до учеников будущих, имеется в виду, образовательных учреждений по военно-учетной специальности, те, значит, льготы, гарантии, те правила, требования, которые необходимы для того, чтобы пройти вот эту вот подготовку. Так, что касается учебно-материальной базы, правильно было озвучено, потому что сейчас перешли на коммерческую основу. Но перешли мы уже не вчера, не позавчера, скажем так, в эти года, да, а мы прошли уже с распадом Советского Союза. Да, было такое как бы целенаправленное финансирование, были поставки определенной техники, определенной учебно-материальной базы, которая позволяла, по крайней мере, нам вести и радиокружки, мотокружки, моделирование и ряд других направлений. Ну, к сожалению, сейчас такого нет. Значит, ДУСАФ России в настоящее время находится на хозрасчете, зарабатывает непосредственно самостоятельно, что дает еще возможность выполнять те функции, что касается в том числе подготовки к воинской службе в рамках, не в рамках даже, а за исключением военно-учетных специальностей, потому что военно-учетная специальность, да, она субсидируется, но, к сожалению, не в полной мере. Да, вот сейчас вот как бы хочу озвучить, что мало кружков, мало слабенькая у нас учебно-материальная база. Что касается стрелковых тиров, у нас единственное сохранился стрелковый тир, это в городе Воркута, на базе местного отделения, значит, председатель местного отделения Назимов Евгений Владимирович, который с большим как бы удовольствием предоставит эту учебно-материальную базу для выполнения вот этой программы. Ну и, соответственно, спортивно-технический центр, это город Сыктывкар, где там стрелковый тир, как и в Воркуте, он лицензирован. Значит, привлечение, значит, преподавателей ДУСАФ России, к сожалению, у нас не проходит по проведению пятидневных учебно-методических сборов школьников. Это широко распространено, даже вот учитывая то, что проводим, значит, мониторинг по котировкам, где, значит, ну, скажем так, Министерство образования, Управление образования выставляет, значит, определенные денежные средства, заложенные в бюджете, да, для проведения учебно-методических сборов. Ну, как правило, смотрю, это вот центральная часть России, ну, основной город Москва, где вот проводятся такие котировки. И, значит, при проведении при выигрыше этих котировок, соответственно, привлекаются, в том числе выигрывают ДУСАФ России и проводят методические сборы на своих базах. Что касается, значит, клубов, которые в настоящее время у нас имеют место, вот опять же, возвращусь на базе спортивно-технического центра, который находится в городе Сыктывкар, работает с ноября месяца у нас клуб «Авангард», где, значит, порядка в настоящее время занимается 15 юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет. Изначально их было 28. Инициативно, соответственно, на базе этой организации утвержден, соответственно, устав этого нашего военно-спортивного клуба. И вот юноши и девушки, соответственно, с большим удовольствием занимаются вот непосредственно основой военной службы. С ними проводится, ну, как и огневая подготовка, проводится скажем так, радиохимическая подготовка, где непосредственно изучаются приборы радиотехнической защиты, также овладевает навыками одевания АЗК, противогазов, ну, в общем, разносторонний такой вот план уставы, в том числе общевойсковой, строевой устав,
такие вот моменты они затрагивают и проводят непосредственно в этом клубе «Авангард». Значит, что касается, опять же, возвращусь к подготовке по военно-учетным специальностям, к сожалению, со снижением численности населения Республики Коми и, соответственно, плановое задание ежегодно снижается. Скажем, если в 2010 году плановое задание подготовки специалистов вооруженных сил составляло 1146 человек, то в этом году чуть более 200. То есть видите, какая большая разница, более 5 раз все сокращается. Опять же хочу обратить внимание на подготовленность юношей, которые приходят непосредственно в образовательные организации ДОСААФ России для того, чтобы овладеть той или иной военно-учетной специальностью. А военно-учетной специальности, я сказал, у нас как бы прибавилось, стало 4. В частности, мы готовим специалистов для вооруженных сил, значит, ВУЗ-837 это водители категории С, ВУЗ-845 это значит, водитель категории Д, ВУЗ-746 водитель категории Е, СЕ, соответственно, и ВУЗ-402 это специалист подземных и подводных кабельных линий связи. Значит, затронул эту тему и говорю то, что не все, значит, так, направлены значит, военкоматом, значит, курсанты до конца проходят эту подготовку и имеют место отчисленные, которые по той или иной степени принципиальности, дисциплинности и так далее. То есть качество отбора у нас в настоящее время тоже хромает. Это и одна из тех задач, которая направлена на информирование граждан о том, что у нас все-таки имеет место такая вот подготовка. Потому что многие даже с районов и так далее звонят и впервые узнают на самом деле о том, что значит, в этих образовательных учреждениях у нас проводится подготовка по военным специальностям, которая непосредственно как бы в дальнейшей судьбе, в дальнейшей жизни, я считаю, что поможет, кого-то поспорить скажет. В принципе, так, вкратце все. Готов ответить на вопросы, которые возникли в ходе выступления. Так, Лев Николаевич, вот вы изъявили, что ли, готовность, да. Вот, разработать методические рекомендации по подготовке по военным учебным специальностям, так? А вот мы можем вам предложить нашу платформу для того, чтобы вы провели онлайн-курсы для обучающихся, или для преподавателей ОБЖ, для того, чтобы вот ознакомить это хорошо. С этой проблемой. Я вас понял, да, Ирина Дмитриевна. Дело в том, что поколение меняется, уходят, вы как сказали, преподаватели, уходят, скажем, школьники, да, которые и так далее. Я думаю, что более будет целесообразно, да, и с экономической точки зрения выгоднее о том, что, допустим, вы провели семинар, кто-то услышал, кто-то не услышал. А даже вот в этих образовательных организациях среднего там образования разместить определенные простые стенды. Есть же там уголки и все прочее, да, где там какую-то информацию просто-напросто любой из учащихся прочитал, запомнил, отложил для себя. Это будет как бы и минимальной затратности, и в то же время оно будет более доведено до большего круга. Я вклинюсь чуть-чуть. Да. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, что мы живем как бы в современное время, и наши будущие воины – это тоже современные молодые люди, поэтому они сидят, спят и живут с телефоном, как мы все понимаем, да, то есть с нашим интернет-пространством. Поэтому Ирина Дмитриевна как бы акцент сделала с точки зрения онлайн-курса. Да, у нас просто есть такая система, когда мы говорим о том, что у нас есть платформы для размещения свободных онлайн-курсов. То есть когда самостоятельно мы информируем о том, что вот есть, да, такой курс, и любой желающий просто смотрит и учится, и хотя бы, по крайней мере, получает самостоятельно эту информацию. Это такое свободное пространство, где размещается информация вообще в принципе, да? Но в то же время это не простая информация о том, что это вот такой курс проходит, да, вот в какой-то срок определенный, а просто информация еще и обучающего характера. Вот тем самым это очень важный такой вот онлайн как бы компонент, который сегодня позволяет всем нам, да, вот свободно зайти, и в том числе не просто прочитать, но и поучиться, да, научиться чему-либо. Это очень хорошо, очень свободно. Это первый момент. Второй момент. У нас сегодня есть, вот я сразу вас слушаю, да, и думаю о том, что... А мы немножечко говорим о том, когда мы делаем акцент на выпускнике, да, на обучающемся СПО, у нас ведь есть еще и родители,
да, которые, собственно, тоже заинтересованы, и, наверное, их тоже волнует этот аспект военной подготовки, в принципе. Поэтому вот прямо даже сейчас мы сегодня планируем, и у нас уже работает план консультационного часа, то есть когда к нам подключаются родители. Ну, вот в режиме такой сложной эпидемиологической обстановки мы работаем онлайн, дистантом, да, но тем не менее у нас ежемесячно проходят различные консультант-часы, да, на которых мы также освещаем эти вопросы. И мы вас приглашаем, да, если у вас есть желание, да, ответить на вопросы родителей, возможно, какую-то информацию сразу дать, вот оперативную информацию. Это тоже очень хороший способ, потому что сегодня у нас уже категория родителей, она уже с нами работает в таком формате, они это знают. И просто в тематику мы вставляем, да, вот это направление по вашему желанию, по вашему участию, что вы хотите сказать. И достаточно большое количество родителей к нам обращаются, слушают нас, и тут же мы оперативно даем консультацию. То есть консультация, именно называется консультант-час, да, который вот в контексте разъяснения каких-то очень волнующих, специфичных вещей, которые не всегда родитель может найти и посоветовать своему ребенку, наверное, вот это тоже хорошо. Вот мы прямо вам сразу предлагаем: пожалуйста, давайте мы вот это взаимодействие организуем уже прямо вот сейчас в июне, ну и далее, возможно, еще когда-то, да? Я согласен с вами, Николай. Конечно же, интернет-пространство имеет большую роль, но, тем не менее, нельзя отходить от старой формы, которая, в принципе, тоже наглядно, да. Это без сомнения. Вот эти формы все мы будем сочетать. И наглядность такую, стендовую, хорошо, давно уже опробированную, но и нужно вот использовать эту вот новую такую вот. Да, конечно, безусловно, согласен с вами. И да. Я думаю, что ваш консультационный час, он будет иметь очень большое значение и актуальность. Многие родители хотят знать о том, что такое советская армия, да, современная армия, да, и что это такое за учебные специальности, какую они перспективу дают для юношей в будущем. Да, и призывы тоже вот. Ну, сейчас у нас вот продлили поступление в вузы Министерства обороны, ну, знаете, в связи с тем, что ЕГЭ перенесли и все. То есть, допустим, сейчас даже актуально будет и довести информацию и по институтам. Да, это до важно. 1 июля мы пока военно-врачебную комиссию проводим. Вот, проводим, отбираем граждан. То есть у нас на сегодняшний день не приостановлен. Если там по приказу раньше было до 20 мая мы должны были личные дела все отправить в вузы, то сейчас у нас нам дали небольшой срок, до 1 июля. То есть до 1 июля те, кто не определился еще, куда хочет поступать, могут к нам обратиться в любой военный комиссариат. Если по состоянию здоровья он будет годен, то можно попробовать. То есть это не лишнее. Он, может, не поедет туда, не захочет, пойдет в гражданский вуз. Но там даже вот у нас практика показывала, что за 1,5 месяца ребята просто направление свое меняли, Конечно, но да, либо родители меняли свое направление. То есть тут, сегодня так, что-то не получилось, через месяц он по-другому может думать. Но специфика такая, что мы отправляем туда личные дела и приходит вызов. То есть не просто как гражданский вуз отправил ЕГЭ и все. Да? Тут подстраховать себя, личное дело отправили, потом поедет он, придет вызов, не поедет, это уже каждый ребенок сам выбирает себе. Ну да, это тоже Поэтому, если есть возможность, да. вот в июне сейчас, я с удовольствием бы пришел, провел консультацию любую по вопросам поступления. То есть также мы и группы сейчас будем набирать, Лев Николаевич, в ДОСААФ, поэтому и ДОСААФ тоже вот 2 темы, которые сейчас на сегодняшний день актуальны. Но ближе уже там в август можно уже и призыв, в сентябрь, то есть тоже актуальные темы. Да, спасибо большое, мы очень примем на вооружение, прям сразу в июне поработаем с вами активно. Еще хотел один момент по поводу анкетирования, Денис Владимирович, остановиться. Вот тут у вас изучали ли вы, да, то есть идет вопрос такой. Ну, в данном случае идет вот отбор граждан, да, для обучения по военной специальности. Ну, вот в этом случае. Может быть, чуть-чуть не совсем корректно, скажем так, этот вопрос звучит, да? Может быть, его разбить, откуда получена информация, да, по обучению граждан по ВУЗ, чтобы мы уже понимали в средствах массовой информации, скажем, в военном комиссариате, то есть ДОСААФ, там, от знакомых, грубо говоря, да. Вот так бы было, может быть, и правильнее, чтобы мы уже
смотрели уже, как эта информация поступила, скажем, итогово к человеку. Ну да, ну тут мы просто упростили, потому что там времени, чтобы вы понимали, это дополнительная, как вам сказать, нагрузка. То есть, когда идет призыв, там немножко другая ситуация. То есть, там все налажено, организм налажен, каждая минута дорога. То есть, ребята и переодеваются, и питаются. То есть, здесь выбирали время именно и делали те вопросы, более такие, знаете, емкие. То есть, нам нужно было суть вообще, знают ли они или нет. Нет, А откуда они ее взяли? Это уже, понимаете, так можно любой вопрос, продлить, как говорится, но это будет столько времени. Да, нет, чтобы раскрытый был, по крайней мере, чтобы мы знали, где у нас упущение имеет место, то есть куда необходимо более усилить это направление, где. Коллеги, мы же понимаем, что анкетирование – это такая форма, которая, конечно же, нам никогда, наверное, глубины такого не даст, потому что в любом случае, если мы хотим действительно какие-то задачи порешать с помощью опросов, анкетирования, то, наверное, где-то имеет смысл там каким-то образом поработать. В данном случае, наверное, здесь решалась задача какого-то определенного среза, может быть, первичного какого-то среза, чтобы мы посмотрели вот эту картину общего характера, которая нам что-то покажет пока еще. То есть, и, наверное, может быть, уже вот в контексте уже далее будет по этой картине будет видно, каким образом, какое направление улучшить, с кем работать и так далее. Вот, наверное, так. Надо года 3 минимум, чтобы мы... Цель любого круглого стола – это, соответственно, улучшение. Да, безусловно. То есть тут уже можно обоюдно посмотреть. Если это трудоемкий вариант, то вот вы можете всегда, например, к нам обратиться, то есть у нас есть и платформы, и какие-то такие вещи, чтобы быстро обработать какие-то вещи. В общем, тут есть возможности взаимодействия. То есть мы всегда не против, только за. Так, хорошо. Спасибо большое. Мы выявляем наши проблемы, выявляем способы, как можно их решить. И у нас остался еще один вопрос. Это организация подготовки учащихся. Это роль военно-патриотических клубов, подготовки учащихся к военной службе. И у нас на круглом столе присутствует Зеленкин Николай Павлович, старший преподаватель кафедры безопасности, жизнедеятельности и физической культуры СГУ имени Петерима Сорокина, а также и преподаватель Центра дополнительного образования, конкретный преподаватель, который ведет работу в военно-патриотическом клубе. Пожалуйста, Николай Павлович. Здравствуйте. Мне достался заключительный вопрос. Роль всего дополнительного образования. Я хочу рассмотреть его на примере военно-патриотического клуба «Ратник», в котором я, естественно, работаю, с курсантами, с которыми мы работаем. Что можно сказать? Известно, что только сильный, здоровый, дисциплинированный, психологически развитый, крепкий человек может достойно отразить агрессию, постоять за себя, за свою страну. Потому что страна, не способная иметь свою армию, будет кормить чужую. Это достойные слова достойных людей. Потому что пока у нас есть боеготовая, боеспособная армия, мы можем именно с помощью своих призывников, а в армии солдат, постоять за свою страну, за свое будущее. Что сказать о дополнительном образовании? С распадом Советского Союза я бывший военрук по диплому, в школе работал когда-то 8 лет, потом работал в МВД старшим преподом боевой подготовки. И могу на практике сказать, что программа была большая, 2-летняя, сам в армию ходил, и не новость была, что первоначально, первый месяц до присяги, что-то было. То есть это мы проходили. Сейчас в школе изучают меньше, поэтому роль дополнительного, по программе чисто по часам, роль дополнительного образования возросла. Потому что мы работаем и с трудными подростками, и на учете, которые стоят, и не разрешают нам их отчислять. До конца 3 года нужно их вести. 3 года обучения
3 года обучения по 2 или по 3 раза в неделю. Это довольно объемная программа по количеству часов, также по количеству тем, по нагрузке разнообразной. То есть в современном бою у нас победит только тот воин, который предан своей родине, психологически подготовлен, отлично владеет оружием, дисциплинирован, закален физически и морально. Потому что мы в большинстве своем, наша страна перешла на контракт, но и военный призыв в ряды годичный тоже не отменен. Поэтому они должны быть, будущие, так сказать, солдаты, уже в чем-то должны быть подготовлены. Не понаслышке как бы об армии знать, а практически. А сидя у компьютера, как сейчас большинство, очень трудно еще в связи с пандемией оторвать, теперь их за 20-30 дней человек привыкает. Вот сейчас нужно всем выходить на улицу, разрешено, да, и заниматься физической подготовкой. Потому что у нас сейчас на данный момент дистанционное обучение в школах, дополнительном образовании, университетах. В Эжвинском районе города Сыктывкара у нас с 2007 года, уже 13-й год, существует военно-патриотический клуб «Ратник», именно военно-патриотический. Ежегодно в разные годы занимается разное количество учащихся, от 20 до 50, от 50 до 70, а 2 года назад и 120 человек было, в этом году где-то до 80 колеблется набор первого года обучения, второго и третьего, как бы общий. Разработана программа комплексного подхода к обучению, воспитанию, подготовке молодежи к службе в армии. Эта программа называется у нас «Военно-патриотический клуб «Ратник», Центр подготовки до призывной молодежи Эжвинского района, города Сыктывкара, в службе в армии. Цель – создание для детей и подростков развивающей среды, обуславливающей их личностное всестороннее развитие. Но главное, как бы военной направленности. Задач у нас довольно много, 6. Их мы не будем перечислять. В разные годы наши команды занимали и призовые места, и средние. Иногда, ну как бы, как всегда, график успехов разнообразный был. Но вот, допустим, если сказать по последним данным, прошлый год по республике Коми военно-патриотический клуб «Ратник» занял первое место. Очень большой-большой кубок, вот прям такой, принесли. В этом году тоже у нас соревнования, к сожалению, не знаю, состоятся республика или нет, но на первенстве района Эжвинского из 10 объединений школ военно-патриотических клубов заняли мы первое место. На первенстве города 3 место. Ребята участвуют практически во всех районных мероприятиях. Особенно, вот, к сожалению, пока у нас праздник, День Победы, перенесли, да, на 24 июня, как в 1945 году. Это и вынос знамени, знаменная группа. Это и почетный караул. Это и коробка, которая всегда идет впереди всех, значит, строевых подразделений Эжвинского района. Ребята по праву гордятся своими выпускниками. Это прямо с 2007 года. Это Никита Попов, уже офицер, летчик военный. Николай Коснарев, военный инженер. Это первые выпускники. На сегодняшний день у нас в прошлом году уже закончил или заканчивает первый курс Никита Харламов, высшее командное училище Московское. Значит, Анна Старикова заканчивает 4-й курс Высшего университета Академии МВД Нижегородской. И очень многие выпускники. Алексей Богуш учится
в Вологодском высшем училище УФСИН, Управление исполнения наказания. Ну и ряд курсантов бывших наших, это самое, бойцов военно-патриотического клуба «Ратник», служат в армии по контракту и проходят срочную службу. Это, можно сказать, о таких выпускниках, как Костя Ивантей, это вот выпускник нашего военно-патриотического клуба «Ратник», о котором я последний год, по прошлому, судя, году не слышал. А когда готовил уже второй год подряд команду 2019 года университетскую, Булатов и еще 3 у меня студента, физкультурника, готовились. И когда они на первенстве города Сыктывкара заняли 2-е, 3-е, 4-е, соответственно, место, я спросил, а почему не 1-е? С возмущением. И тут такой курьезный случай выясняется, в газете читаю. Константин Ивантей занял 1-е место. Это тоже мой выпускник, только военно-патриотического клуба «Ратник» уже. То есть соревнуются физруки, специалисты 4-го курса, да, которые пойдут в армию на следующий день. Ну, как бы это самое, в эту осенью. И выпускники моей военно-патриотического клуба «Ратник». То есть различных организаций, да, до призывной подготовки и студенты. В 2018 году, вот сидят представители военкомата, если помнят и знают, не дадут соврать, что у нас прям за 1-е, 2-е, 3-е место боролись наши выпускники Сыктывкарского государственного университета. Нор Андрей занял 1-е место по городу, Габов Николай 2-е. По республике поменялись. Габов Николай занял по республике, призывник России, 1-е место, а, соответственно, Нор Андрей 2-е. Сейчас они отслужили, Нор Нацгвардии, Габов Николай в морской пехоте в Калининграде, работают оба в полиции. Очень хорошо, Николай Павлович, вы нас убедили в том, что да, действительно, обучение в дополнительное, обучение детей вот как раз в военно-патриотических клубах имеет очень большой воспитательный эффект, и дети достигают очень больших результатов. Спасибо большое. Может, какие-то проблемы вот вы можете выдвинуть? Да, вот в рамках... Проблемы, да, это самое возникают, но по ходу мы стараемся их решать. И вот Николая Игнатьева я хочу вспомнить, да, который был начальником ТИРа до недавнего времени. Сейчас он, значит, председатель фонда «Милосердие». Они приезжали к нам буквально до Нового года и после Нового года с Мальцевым. Установили ТИР с электронным возвращением мишеней на 3 места. Так, этот ТИР есть у вас, да? Это все у нас и ТИР пневматический теперь есть, да? Небольшой зал борцовский, это мы 2 года назад делали. Маты старенькие нам подарили. То есть из одного кабинета мы уже перебираемся потихоньку, значит, и в свой спортзальчик. Иначе ходили в соседнюю школу, да, 31-ю. И свой ТИР у нас есть. То есть база потихоньку расширяется, модернизируется. Ну, трудности, вот как до этого прозвучало, что трудности с оружием, да, и пару винтовок они подарили нам. А то вот у Андрея Михайловича Новикова винтовка была своя, у меня своя, патроны курсантов, сейчас и патроны как бы Центр детского творчества закупил. То есть курсанты закупали патроны, с наших винтовок стреляли, а теперь и с тиром решили. И патроны Центр детского творчества закупил, и винтовки, вот этот фонд «Милосердие» вместе с 2 еще пистолетами пневматическими нам подарили. Благодаря Олегу Владимировичу Скворцову, который вместе со мной теперь работает в клубе «Ратник», потому что они как бы с Игнатьевым оба собровцы нашего отряда МВД, ветераны боевых действий, друг друга выручают в чем-то.
Да, Так что спасибо им большое, да? И Игнатьеву, и Скворцову. Вам спасибо за это. Олегу Владимировичу. Мы, коллеги, понимаем, что вообще роль военно-патриотических клубов, она достаточно высокая и вообще очень важная. Вот мы говорим о слабой информированности, да, а как сегодня нашему выпускнику, понятно, онлайн, понятно, там где-то обучение, да, там что-то еще, но пока вот он вживую не прикоснется, да, вот к этой деятельности, к пониманию, что такое вообще военная служба, наверное, это не произойдет вот такого вот озарения, да, что действительно это важно, это нужно, и мне это нужно, самое главное. Да, и это правильно, потому что родители приходят и говорят: Николай Павлович, не знаю, что делать, мама особенно. Да. Неполная семья, папа нет. Угу. Что-нибудь сделайте. У нас мы даже не разворачиваем детей с отклонениями какими-то физическими, то есть справку не приносит, он просто в соревнованиях не участвует, вот этих, за первые, вторые, третьи места. Районных, городских, республиканских, а занимается. То есть, сейчас фамилию-то, конечно, не озвучу, да, но люди, перенесшие ДЦП, чуть-чуть с ограниченными даже движениями, но достигших таких успехов, которые вот обычному среднему человеку, сидя у компьютера, еще и не снились даже. Ну и вот в связи с этим упорством и трудолюбием. Да, спасибо. Я вот хочу продолжить свою мысль, что, конечно, вот я понимаю, что это очень большая работа по созданию, да, там, формированию и вообще развитию этих военно-патриотических клубов. Но вот, наверное, нам тоже можно обратиться вот к военному комиссариату, что, наверное, какая-то помощь именно в популяризации, да, таких военно-патриотических клубов, наверное, тоже нам нужна, чтобы они появлялись, они бы существовали, они развивались, они имели что-то такое достаточно для того, чтобы вот действительно мы могли воспитывать вот этот военный дух уже до момента призыва в армию. Это очень важно, мне кажется. Ну и попутно, вот сколько задач уже в маленьком выступлении мы услышали попутно, сколько задач решается, физической подготовки, да, и каких-то испытаний, может быть, с точки зрения такого личностного роста какого-то своего и так далее. Поэтому здесь нам еще предстоит работа с военно-патриотическими клубами. Нам нужно как бы нацелить свою работу, да, Ирина Дмитриевна, на то, чтобы мы их все знали, чтобы опыт наши военно-патриотические клубы транслировали, да, в том числе не просто, вот как говорит нам, не просто за компьютером, но и в реальной какой-то, в реальном формате, что ли, будем так говорить, да. И для этого, может быть, нам имеет место быть еще подумать о каких-то мероприятиях совместных, интересных, да, чтобы мы могли вот каким-то образом продемонстрировать то, что у нас есть, да, и вот всю нашу мощь, силу, да, и для наших детей. Это тоже очень важно, мне кажется. У нас на самом деле мероприятий очень много проходит, и республиканского значения, и на местном уровне, и лучший призывник у нас в каждом районе проводится. Лучший призывник республиканского значения. Военно-патриотические клубы мы всегда во взаимодействии работаем. То есть тут как бы в принципе хотелось бы, чтобы больше было. Да. Но опять же финансовая составляющая, то есть проблемы-то такие, то есть создать клуб можно, а как содержать его? Да, та же форма одежды, допустим, кадетские какие-то классы создать. Это, на самом деле, все упирается в финансовую составляющую. Раньше, если я с 2003 года в военном комиссариате, и раньше у нас и оружие было, мы проводили сами стрельбы, кто знает старших возрастов, то есть и ребят 11 классов мы уже на стрельбище вывозили, и они у нас с боевого оружия стреляли не с пневматики, не с мелкокалиберного, а с боевого автомата. То есть это совсем другое, они уже на том этапе, они уже видели в школе, что это такое. Сейчас мы все видим, что нет, и мне даже иногда смешно, когда на сборном пункте я ребят провожаю, мы строим команду, приветствуем, зачитываем приказ военного комиссара Республики Коми, присвоение звания рядовой. Я им всегда напутствие говорю, хоть год поживете без телефонов, без своих компьютеров, говорю, глаза откроете, посмотрите, что такое настоящая жизнь. Потому что действительно сейчас такое время, что у нас дети, кроме компьютера, ничего не видят. Да, если можно, я дополню.
Следующий оратор. Как мы с формой выходим из положения? Кто может, покупает форму, особенно на второй год обучения сам. Кто не может, ходит хотя бы темный низ и футболка за 200-300 рублей камуфляжная. Еще хотел бы сказать, чуть-чуть упустил, что вот проблема в чем еще. Раньше выезжали мы, формировалась группа, отряд «Поиск» военно-патриотического клуба «Рядник». В Новгородской, Ленинградской областях мясной бор на раскопки. Находили, значит, и останки солдат, и медальоны, перезахоронения проводили. Но в связи с последними событиями, финансами, как форму закупить, вот винтовки-то и тир есть, форма только своя. Ну, старая осталась 12-летней давности, там, храним ее еще, да? На всякий случай, вдруг у кого-то своей нет, чтобы приедет на парад 9 мая. И вот тоже с раскопками и с выездами уже очень трудно. Наш музей боевой славы Эжвинского района, Татьяна Николаевна Канева, которым заведует у нас в Центре детского творчества. Прошлый год, как и первое место по республике, мы заняли наш военно-патриотический клуб «Рядник», так и музей боевой славы лучший в республике Коми. Чисто по воинам, слабожанам, и форма одежды, и макеты пулеметов, автоматов. Я своих студентов вожу туда все курсы по основам военной службы. Они с удовольствием идут туда на экскурсию. Ничем не хуже, наверное, чем в полку, значит, Росгвардии музей. Хорошо. Спасибо. Ну что же, мы выслушали всех представителей, да, и реализовали всю нашу программу. И предлагается следующее предложение в резолюцию. И я затем жду от вас тоже какие-либо еще дополнения для того, чтобы опубликовать эту резолюцию о работе нашего круглого стола. Ну что ж, мы можем констатировать, что во всех военных комиссариатах Республики Коми проводится работа на удовлетворительном уровне по подготовке обучающихся к основам военной службы. И, значит, предлагается для того, чтобы шире информировать обучающихся и их родителей о тех мероприятиях, которые проводят комиссариаты, на официальных сайтах образовательной организации вести рубрику соответствующую, или призывник, или уголок ДОСААФ, так, да, и там размещать всю информацию, которую вы считаете нужным, вот современной, актуальной, и через учителя ОБЖ, а учитель уже ОБЖ, он будет размещать эту информацию на сайте. Далее, вот такая была у нас проблема в ходе анкетирования. Выявлено, что обучающиеся не знают, какие виды и рода войск существуют. Но для этого, может быть, привлекать представителей республиканских общественных организаций, ветеранов боевых действий, так, для того, чтобы они с учетом преемственности, с учетом возрастных особенностей учащихся проводили какие-либо открытые такие дни, посвященные каким-либо родам войск. Дни памяти, дни воинской славы. Такое еще предложение. Ну и мы планируем в связи с реализацией концепции развития предмета ОБЖ расширить систему конкурсных мероприятий для учителей ОБЖ и продолжим, несколько в ином качестве, такие конкурсы республиканского уровня, как «Лучший кабинет ОБЖ» совместно с МЧС, на лучшую подготовку призывников, обучающихся у средних общих образовательных школ к военной службе. Но это направление мы в течение года будем прорабатывать и, возможно, составим какое-либо положение. И составим то положение, которое будет удовлетворять не только школу, но и военные комиссариаты. И на следующий учебный год мы планируем впервые организовать и провести конкурс «Лучший преподаватель, организатор ОБЖ». Вот такие предложения.
И если какие у вас возникли еще мысли, вы, пожалуйста, оформите, да, и затем уже пришлите на электронную почту, которая была указана в информационном письме. Александр Михайлович, у нас есть какие-либо вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет. Ну вот был задан вопрос один по звонку. Олег Александрович Щетинин из Ухтинского лицея имени Рассохина, он спрашивал, насколько объективно проводилось анкетирование призывников. Потому что... Насколько нужен процент, я так понимаю, или нужно сказать, в каком ракурсе. То есть все те анкеты, которые у нас написаны, они написаны только гражданами, призывниками, которые приходили, которые были отправлены в войска. То есть никаких ни подделок, там, мы этой цели не задавались, то есть чтобы кого-то там где-то задеть, еще что-то. То есть таких целей не было, поэтому тут, как сказать, стопроцентный объективно. Объективный, да. Больше тут никак не назвать. Было бумажное анкетирование или электронное? Бумажное. Я с собой принес, потому что я знал, что этот вопрос будет. Вот у нас все это сохранено. Мы делали в виде маленького опросничка, вот, допустим, опросник. И мы группу сажали. У нас не только анкетирование было, поэтому у нас было анкетирование и по недопущению коррупционной направленности. У нас было еще проведение анкетирования, как вас кормят, одевают на сборном пункте. То есть это один из, как можно сказать, опросников. Да. Вот. И группы мы собирали группами призывников, сажали их в класс, каждому старшей команды, то есть они уже в командах были, старшей команды офицер, он выдавал им опросник такой, в виде бумажки, на которой давали ручку, и человек писал сверху город, район, наименование образовательного учреждения, по возможности кто-то писал, кто-то нет, и просим вас ответить на вопросы. Все, спасибо. Да, нет. Спасибо, то есть все объективно, было все объективно, хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, мы очень вас благодарим за участие в нашем круглом столе. Мы понимаем, что это лишь только начало обсуждения наших вопросов, и призываем вас к участию. Может быть, какие-то появятся идеи, предложения возможные, связанные с информированием, с обучением, с каким-то размещением, с совместными какие-то мероприятия, с привлечением, может быть, нас, в качестве использования каких-то ресурсов. То есть мы всегда очень рады пойти навстречу. Я думаю, что мы решаем общие государственные задачи, выполняем законодательство Российской Федерации. Поэтому на будущее, думаю, что мы эти циклы продолжим, возможно, уже по какой-то конкретике, если к этому есть необходимость. Мы всегда вас рады видеть на наших мероприятиях, связанных с военно-патриотической направленностью. Я думаю, что вы всегда активными участниками являетесь. И если какие-то вопросы будут возникать, связанные уже от непосредственно образовательных организаций, от родителей, я думаю, что мы сможем, наверное, найти консенсус, вам перенаправлять, каким-то образом давать хорошие, компетентные ответы. Большое вам всем спасибо. Уважаемые коллеги, желаем всем здоровья и до новых встреч. Спасибо всем за работу. Спасибо.